Здравствуйте, меня зовут Кристина Лизунова, и прямо сейчас у нас на связи современный русский писатель, обладатель премии «Национальный бестселлер». Кроме всего прочего, конечно же, автор текста «Тотального диктанта» 2020 года Андрей Валерьевич Геласимов. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Здравствуйте, Кристина. Я смело могу сказать, что вы наш земляк, поскольку вы у нас жили, преподавали и закончили Якутский государственный университет. Более того, я закончил школу номер 21 на улице Губина. У вас будет возможность потом передать привет, я думаю, если кто-то остался в Якутске. Сегодня у нас с вами, конечно же, речь пойдет о тотальном диктанте. Буквально только что я мониторила, мы в лидерах, и что нас, безусловно, конечно, радует. Вы были первым, кто предложил сделать столицей тотального диктанта город Якутск. Что вас побудило? Расскажите. Вы знаете, на самом деле, если быть совсем уже откровенным, разговор о возможности, просто о потенциальной возможности этого, состоялся, по-моему, в марте еще этого года, когда я с учредителем фонда «Тотальный диктант» Ольгой Рябковец пришел на встречу к главе Республики Саха здесь, в Москве, в якутском представительстве. И мы, разговаривая с главой, в общем, эту мысль как-то так, она сформулировалась в нашем разговоре нас троих. И потом, когда уже спустя полгода я написал об этом в Фейсбуке, эта мысль не была строго моя, мы ее сгенерировали втроем. Я, Ольга Рябковец и глава Республики Саха. Как вы думаете, вообще какими критериями должен город обладать для того, чтобы стать столицей тотального диктанта? Там есть очень простое требование. В предыдущий год, до того, как город претендует на звание столицы, в нем должен быть написан диктант не менее чем 1000 людей. То есть 1000 участников должны принять в этой акции участие. И тогда он имеет право на то, чтобы претендовать на звание столицы тотального диктанта. А так как мы очень активны последние годы, я думаю, что у нас такая возможность очень большая. Да? Вы мне по секрету рассказали о том, что все-таки голосование является не совсем решающим, да, что нам нужно войти в 5 лидеров. Расскажите об этом, пожалуйста. Но оно решающее, потому что на самом деле городов ведь намного больше, чем 5 претендуют на звание столицы тотального диктанта. Но те города, которые войдут в 5, они получат возможность уже выйти в финал и побороться за звание столицы. В Москве это будет, чаще всего этот конкурс проходит в Москве. Город, который претендует и который вошел в 5, представляет свою визитную карточку. Приезжают координаторы тотального диктанта из этого города. В прошлом году приезжали целыми командами ребята, даже были из Узбекистана, и из Воронежа были, из других городов, из Вологды. И показывают замечательный такой в стиле КВН, остроумный, интеллектуальный такой номер, да, минут на 15-20. И вот когда все города показывают вот эти свои презентационные карточки, потом жюри, в состав которого входят уважаемые люди, эксперты филологического совета, оно решает голосованием, буквально прямым голосованием, какой из этих 5 городов станет столицей диктанта. Держим кулачки. Якутия стала самым читающим регионом. Вы думаете, как это связано вообще с тотальным диктантом? И связано ли вообще? Я, конечно, очень хотел бы надеяться, что это связано с тотальным диктантом, но я думаю, это больше связано с тем, что там просто холодно, времени много, зима длинная, люди сидят, читают. Это вы не понаслышке знаете, я думаю, да? Да, конечно, да. Я помню эти долгие, прекрасные зимы. Вечера зимние, холодные. Да. Вечера, которые начинались в 3 часа дня. Это точно, вот как раз сейчас очень даже уже темно. Поделитесь еще одним секретом. Вы, кроме того, что выдвинули, так скажем, мысль о том, что Якутск может стать столицей, как-нибудь агитируете или поддерживаете нас еще? Ну, конечно, я в Фейсбуке все время пишу про все эти вещи. Проголосовал уже, зашел на сайт тотального диктанта, всех своих друзей заставил проголосовать за Якутск, разумеется.
Всячески хотим, потому что я мечтаю, если получится, чтобы Якутск стал столицей диктанта, я, разумеется, приеду на само мероприятие и с удовольствием. Мы говорили об этом и с главой республики, что я выступлю обязательно в университете, дам какие-то лекции, пообщаюсь с читателями в библиотеке. То есть я очень этого хочу. Я скучаю по Якутску. Это очень приятно слышать. Мы надеемся, что мы с вами увидимся. Ну и ваши пожелания? Я прежде всего желаю, конечно, здоровья всем землякам. Берегите себя, берегите своих близких. Не нужно болеть ни в коем случае. И желаю, конечно же, не унывать в том случае, если даже вы и заболели. Если мы все заболели. Потому что на самом деле, вы знаете, я сегодня вот проснулся утром, настроение было хорошее, и я вдруг нашел ответ на все вопросы. Вообще на все. А ответ очень простой. Мимолетность жизни сама по себе является ответом на все вопросы. Причем даже проклятые вопросы Достоевского. Надо просто осознать, что жизнь мимолетна, и это доставит нам всем радость. Поверьте. Спасибо вам большое за такой диалог. Я надеюсь, что действительно мы с вами встретимся, и Якутск станет столицей тотального диктанта. Держим пальцы. Да, всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Друзья, не забывайте поддерживать город Якутск и голосовать на сайте totaldict.ru. Голосование продлится до 24 ноября включительно.